Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, второй праведный халиф. Братья и сестры, по милости Аллаха, наш благотворительный фонд Даймох в Бангладеше построил колодец имени Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Это все по милости Аллаха. Братья и сестры, всем, кто принял участие в этом благом деле, да воздаст вам Аллах благом. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, олицетворял собой силу духа. Он ни перед чем не отступал. Когда Умар, да будет доволен им Аллах, вознамерился совершить хиджру, он взял меч, надел на плечо лук и колчан со стрелами, прикрепил к поясу копье и направился в сторону Каабы, где в тот момент находилась группа курайшитов из числа язычников. Уверенно и спокойно обойдя 7 раз вокруг Каабы, после совершения молитвы Умар направился к этим людям и, обращаясь к ним, воскликнул. Приведем некоторые его слова из этого обращения к врагам. «Если кто хочет оставить мать без своего сына, детей без отца или супругу свою вдовою, то пускай предстанет передо мной вон за той долиной». Именно Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, способствовал тому, чтобы возле Каабы мусульманами был совершен первый коллективный намаз. Об этом свидетельствуют слова Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. До принятия Умаром ислама у мусульман не было возможности совершать молитву возле Каабы. Но после принятия ислама Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, он вступил в открытое противостояние с курайшитами и добился того, что мусульмане смогли совершать коллективный намаз у Каабы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил про Умара: «Если меня не отправили бы к вам пророком, то им был бы Умар. Я с Умаром, Умар со мной, и где Умар, там истина». Он является одним из 10 сподвижников, которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, еще при жизни обрадовал вестью о рае. В истории ислама он остался выдающимся военачальником и правителем. Он был основателем важнейшей стадии в образовании и развитии исламского государства. Умар, да будет доволен им Аллах, был проницателен и знал, каким должен быть государственный деятель. Он основал диванные канцелярии, провел перепись, охватив ею всех подданных. Он основал совет и диван войска. Про Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, можно рассказывать очень много. Образ этого выдающегося мусульманина сохранится в наших сердцах мусульман вплоть до судного дня. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был великим полководцем, скромным и аскетичным, правоверным. Да будет Аллах доволен аль-Фаруком, и да накроет он его своей великой милостью. Планируется сбор для построения мечети имени 10 сподвижников, которые были обрадованы раем еще при жизни. Все реквизиты для пополнения счета вы видите у себя на экране. Также вся информация будет на нашей странице в Instagram. Да воздаст вам всем Аллах благом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.